пожалуйста, выслушайте. Мне, этой моей тете, 73 года. Я родилась в 48 году и выросла в ссылке в Узбекистане. Я помню наших бабушек, дедушек, которые все со слезами на глазах рассказывали нам, детям, о Крыме, где они возделывали сады, виноградники, где похоронены их родные, их предки, где они оставили свои дома, родные очаги, откуда они отправили на фронт своих сыновей, мужей. У ее матери брат сражался в партизанском отряде и был расстрелян, а брат отца не вернулся с фронта. Отец, награжденный орденом и 2 медалями, вернулся с фронта не в Крым, а в Узбекистан. И всю жизнь он испытывал боль и обиду за себя и других ветеранов войны. Нам даже не разрешали в школах разговаривать на крымско-татарском языке. Наши лидеры на данный момент приложили большие усилия, ни у кого не просили помощи, создали первый, единственный в мире крымско-татарский канал. Этот канал для нас не лучом света, а солнцем, в темном царстве. И вот 14-й год его варварски уничтожают. В 2020 году у меня нет слов. Говорят, сытый голодного не разумеет. Неужели я должна пожелать этим людям, чиновникам, государственным мужам, чтобы они, их дети, испытывали то, что испытали мы, наш народ? Неужели они не понимают, что 37-й год может повториться? Репрессии, голодомор, коричневая чума, не будет свободы слова, честных журналистов. Почему молчит Юля? Ведь мы, извините, рискуя жизнь, голосовали на выборах за нее. Где Лешко, который кричал о своей любви к Украине? Где президент Украины? Почему они не объединятся во имя спасения Украины? Почему? Мы дякуем вас, паны демократы, что вы так отблагодарили своих верных друзей-защитников. Люди, будьте бдительны. Все, спасибо, держись, АТР.